Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. В сирийском Алеппо применено боевое химическое оружие. Пока 7 погибших, десятки отравившихся. Как утверждают российские военные, обстрел снарядами с ипритом вели боевики-джихадисты. Источники Рейтер в сирийской оппозиции химическую атаку подтверждают. Действует через кожу. Всего погибло на моих глазах 5 человек. Самый опасный автобан Кыргызстана. Камнепады и сели ежедневно сходят на оживленное шоссе Бишкек-Исыкуль. Новые погибшие и раненые. Дорогу срочно реконструируют к Всемирным играм кочевников, но защиту от камней предусмотреть забыли. В глазах только что произошел камнепад на том самом месте, где несколько дней назад в результате того же камнепада погиб человек. Резня в Лондоне. Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в центре города. 6 ранено, 1 женщина убита. Нападавшего удалось нейтрализовать при помощи электрошокера. Полиция террористическую версию не подтверждает. И сейчас в Лондоне намного тревожнее. Паника на борту и взрыв горящего самолета. Новые кадры аварийной посадки Боинга 777 в Дубае. Власти Эмирата ведут расследование авиакатастрофы. 1 человек погиб. Это один из пожарных, работник международного аэропорта Дубая. В российском Сочи стрелки железнодорожной охраны, рискуя жизнью, чудом выхватили 3-летнего мальчика из-под колес поезда. Это зафиксировали камеры наблюдения. В тот момент, когда малыш оказался один ночью на рельсах, его мать была пьяна. В таджикской столице любители культуризма покидают подвальные качалки. В дорогие кроссфит-центры очередь из желающих, хотя за занятия иногда приходится отдавать половину зарплаты. Раньше я занимался вольной борьбой, тренировался более 6 лет, но только набирал вес. Я весил 132 килограмма. В сирийском Алеппо применено боевое химическое оружие. Снарядами с ипритом обстрелян один из районов города, находящийся под контролем правительственных войск. На данный момент есть информация о 7 погибших и десятках отравившихся. Среди пострадавших много гражданских лиц. Российские военные утверждают, что химическую атаку провела одна из группировок, которую американцы причисляют к умеренной сирийской оппозиции. В 19 часов 5 минут в восточной части города Алеппо из района Суккари, контролируемой боевиками группировки Харакят-Нур-1 Аззинки, которую США относят к так называемой умеренной оппозиции, по жилому кварталу, расположенному рядом с площадью Сахат-Салдала, в районе Салах-1, были применены отравляющие вещества. В результате данного террористического акта погибло 7 человек и 23 с признаками удушья и ожогов дыхательных путей, эвакуированы к госпиталю города Алеппо. Это кадры одной из больниц Алеппо, куда свозят пострадавших от иприта. Как вы видите, среди отравившихся действительно есть женщины и дети. Врачи не исключают, что число жертв увеличится. Между тем, как сообщают источники агентства Рейтер в сирийской оппозиции, факт химической атаки подтверждают сами боевики, которые заявили, что, цитата, «в результате подрыва контейнеров с горчичным газом им удалось убить 5 сирийских военных». Пострадавшие утверждают, что повстанцы также взорвали емкости с ипритом в подземных тоннелях под правительственным районом. Из 12 случаев отравления газом 6 уже погибли, они задохнулись. В основном погибшие солдаты. У экстренной службы есть противогазы, но этот газ действует через кожу. Всего погибло на моих глазах 5 человек. Наши коллеги связались с сотрудником международной организации Human Rights Watch Ули Солвангом, специалистом по химическому оружию, и спросили, что известно относительно применения химического оружия в районе падения сбитого российского вертолета. Human Rights Watch пока не удалось подтвердить информацию о том, что в районе Сиракап было использовано химическое оружие. Однако у нас есть информация о предыдущих случаях его применения. Не далее, как зимой этого года, сирийская армия сбросила баррельные бомбы, содержащие хлор, на несколько районов около города Идлиб. Согласно международной конвенции, запрещающей применение химического оружия, применение хлора в военных целях запрещено. Среди оппозиционных группировок у нас есть информация, что ИГИЛ применял горчичный газ против населения. Однако в случае с Сиракабом речь идет о бомбах, сброшенных с воздуха, а оппозиционные войска не имеют в своем распоряжении вертолетов.
Тем временем юго-восточные и северо-западные районы окруженного Алеппо превратились, по свидетельству очевидцев, в настоящий ад. Тысячи боевиков изнутри окружения не оставляют попыток прорвать блокадное кольцо. Им навстречу снаружи продвигаются крупные силы повстанцев. По наступающим наносят мощные удары российская авиация и сирийская артиллерия. Обе стороны используют в сражении большое количество танков и артиллерии. Лидеры боевиков заявляют, что им удалось сосредоточить на южном участке прорыва 95 танков, несколько сотен ракетных систем и больше 10 тысяч солдат. Правительство Асада также подтягивает в районы Алеппо значительные силы из района Пальмиры. На некоторых участках фронта идут настоящие танковые бои. Боевики изнутри кольца посылают проклятия России и Соединенным Штатам и заявляют, что будут сражаться до конца. Мы по-прежнему в окружении, нам никто не помогает. Наши дети и женщины были убиты, им тоже никто не помог. Алеппо был продан Асаду, шиитам, русским и американцам. Мы говорим России и Америке, пока мы стоим на своих ногах, Алеппо не будет взят. Аллаху Акбар. В районах ожесточенных боев находятся десятки тысяч местных жителей, которые не смогли эвакуироваться. Авиация Башара Асада наносит непрерывные удары по пытающимся прорвать блокаду боевикам, позиции которых расположены в жилых кварталах. Также без оглядки на мирное население стреляют из орудий и танков и сами повстанцы. Это батарея самодельных минометов. Возможно, с такой же батареей и был произведен обстрел Ипритом. Исламисты используют тактику подкопов под позиции правительственной армии. Вы видите один из таких взрывов, произведенный буквально в последние часы. В Казахстане погиб солдат из африканской страны Ангола. Это случилось на международных армейских играх, которые проходят в эти дни в Казахстане и России. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана, во время проведения тренировочных стрельб из миномета мина разорвалась посреди ангольской команды. В результате ранения получили 10 человек, вся армейская сборная Анголы. Один из них скончался позже в госпитале. Из-за гибели военнослужащего команда Анголы снялась с соревнований. В целом же международные армейские игры проходят без происшествий. После ухода Анголы в них принимают участие военнослужащие из 12 стран, которые соревнуются в танковом биатлоне, стрельбах, десантировании. Задействованы 1 казахстанский полигон и 19 российских. За казахстанским этапом вместе с местным министром обороны Тасмагамбетовым наблюдает и его российский коллега Шойгу. Военные заявляют, что участие в играх идет на пользу всем странам, даже если они являются условными противниками друг друга. Мы дружим, международное сотрудничество улучшается, опыт передается друг другу. Это большая польза. Одна из самых оживленных трасс Кыргызстана Бишкек-Иссыкуль из-за бесконечных селей и камнепадов превращается в самую опасную трассу страны. Почти ежедневно из Баумского ущелья приходят сообщения о поврежденных автомобилях и даже гибели людей. Не помогает и реконструкция этого автобана, которую затеяли власти республики ко Всемирным играм кочевников. Репортаж Шавката Тургаева. Вот посмотрите, вода затопила весь подвал, следы от воды остались. Владелец придорожного кафе Токтасун Абдыкадыров 3-ю неделю борется с последствиями сели. Грязевой поток затопил его кафе. Бизнесмен признается, такого раньше никогда не было. Не было помощи ни от МЧС, ни от сельской управы. Даже не спросили, нужна ли мне помощь. Все последствия сели сами ликвидировали. Дорогу в Бомском ущелье, которая соединяет Бишкек и Иссыкуль, отремонтировали 2 года назад. Но каждый раз после обильных дождей трасса превращается в бассейн и парализует движение. По словам местных предпринимателей, строители просто забыли проложить водосточную трубу. В этом месте мост раньше был. Когда дорогу строили, его закопали. Фактически, если мы сейчас начнем копать, мы его найдем. Проектировщики трассы ответственность на себя брать не решаются, но настаивают. Трубы здесь никогда не было и необходимости в ней нет. А все беды свалили на небывалые осадки. Наверняка, да, может повториться. Сейчас мы работаем над этим. Мы внесем в Минтранс несколько предложений. Выберем из них самые оптимальные и будем работать уже согласно уже принятым решениям. Когда будут исправлены ошибки, допущенные при строительстве дороги, неизвестно. В Минтрансе денег на это нет.
На наших глазах только что произошел камнепад на том самом месте, где несколько дней назад в результате того же камнепада погиб человек. Сейчас дорожники пытаются расчистить дорогу, на какое-то время заблокировать движение, но сейчас движение открыто. В той трагедии под грудой камней оказался минивэн с 11 людьми на борту. 10 человек оказались живы лишь по счастливой случайности. В последнее время камнепады здесь привычное явление, но власти решать проблему не спешат. Это еще больше пугает автомобилистов. Иногда таштар түшөтөт. Биз кечинде кээде өтөбүз да ошактарданчы. Кечинде өткөндө дагы таштар түшкөндөн ошол жолдорго кыскасы адамдарга зыян келдирип атат да. Ошолорду дагы бат-баттан тазалап турушса жакшы болот эле. Дорожники ведут дежурство прямо на трассе, чтобы оперативно ее расчищать. Но почему укрепительные сооружения не были возведены при строительстве, остается загадкой. Лишь гибель человека заставила Минтранс обратить внимание на проблему. Здесь можно многие варианты предусмотреть. Подпорные стенки, укрепление сетками, укрепление бетоном, засев трав. Я думаю, мы рассмотрим это с Министерством транспорта совместно. Самый такой оптимальный вариант будем принимать. В сентябре на Всемирные игры кочевников поедут тысячи людей, в том числе иностранные туристы. Любая машина рискует оказаться под водой или каменными завалами. Да и Сыкульская трасса, которую пытаются закончить к играм, строится в торопях с нарушением многочисленных норм. В погоне за престижем власти вряд ли смогут гарантировать безопасность отдыхающим. Шавкат Тургаев, Бексултан Абибакирулу. Настоящее время. Кыргызстан. Далее в программе. Резня в Лондоне. Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в центре города. 6 ранено, 1 женщина убита. Нападавшего удалось нейтрализовать при помощи электрошокера. Полиция террористическую версию не подтверждает. И сейчас в Лондоне намного тревожнее. Паника на борту и взрыв горящего самолета. Новые кадры аварийной посадки Боинга 777 в Дубае. Власти Эмирата ведут расследование авиакатастрофы. 1 человек погиб. Это один из пожарных, работник международного аэропорта Дубая. В российском Сочи стрелки железнодорожной охраны, рискуя жизнью, чудом выхватили 3-летнего мальчика из-под колес поезда. Это зафиксировали камеры наблюдения. В тот момент, когда малыш оказался один ночью на рельсах, его мать была пьяна. В таджикской столице любители культуризма покидают подвальные качалки. В дорогие кроссфит-центры очередь из желающих, хотя за занятия иногда приходится отдавать половину зарплаты. Раньше я занимался вольной борьбой, тренировался более 6 лет, но только набирал вес. Я весил 132 килограмма. Резня в центре Лондона. Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Он ранил 6 человек. 1 женщина, 60-летняя гражданка США, скончалась на месте. Нападавшего полицейские нейтрализовали при помощи электрошокера. Он оказался норвежцем сомалийского происхождения. Подробности в репортаже Рейтер. Мужчина с ножом напал на прохожих на Рассел-сквер недалеко от Британского музея около половины 11 вечера в среду. За 5 минут, пока не приехала полиция, он успел ранить 6. 1 из пострадавших от полученных травм скончалась на месте. Известно, что это 60-летняя женщина. Также в больницах сейчас находится еще 1 женщина и 4 мужчин. Нападавшего полицейские задержали, используя при этом тазер – электрошоковое устройство нелетального действия. Около половины 11-го мы арестовали 19-летнего мужчину. Сейчас он находится в больнице под надзором полиции. По предварительным данным, в этом деле надо оценивать его психическое здоровье. Пока это основная версия. Однако, конечно, нельзя скидывать со счетов и другие возможные мотивы, в том числе и терроризм. Ранее в лондонской полиции заявляли, что вербовщики запрещенного в России исламского государства как раз и заинтересованы в работе с психически нестабильными людьми, которых легко убедить совершить нападение. Инцидент на Рассел-сквер случился в тот же день, когда в полиции объявили об усилении безопасности. На улице выведут еще 600 стражей порядка. В интернете появились новые кадры аварийной посадки Боинга 777 в дубайском аэропорту. Как сообщали ранее авиационные власти Эмирата, на борту самолета произошел пожар. Однако, как выясняется, самолет совершил крайне жесткую аварийную посадку, при которой у него подломились стойка шасси и крыло. И спустя непродолжительное время самолет взорвался. К счастью, спасательным службам аэропорта удалось почти мгновенно, всего за 45 секунд, эвакуировать 300 пассажиров и членов экипажа. А вот кадры с мобильного телефона одного из пассажиров. На них видно, какая паника царила внутри салона в момент аварийной посадки. Авиационные власти Дубая заявили об 1 погибшем.
Один человек погиб. Это один из пожарных, работник международного аэропорта Дубая. Никто из людей, находящихся на борту воздушного судна, не пострадал. Ни пассажиры, ни члены экипажа. А вот что представляет собой обгоревший остов самолета. Нужно отдать должное и экипажу, и спасателям, которые смогли очень оперативно эвакуировать пассажиров буквально за несколько мгновений до взрыва. В Эстонии американские самолеты-штурмовики А-10 провели тренировочные взлеты и посадки на двухполосную асфальтовую дорогу. Как сообщают военные, подобные шоссе, возможно, будут использоваться в качестве взлетных полос в случае конфликта с противником, под которым подразумевают соседнюю Россию, так как приграничных военных аэродромов в Эстонии не хватает. Во время совместных учений военно-воздушных сил Соединенных Штатов и Эстонии американские штурмовики А-10 «Тандерболт» отрабатывали в понедельник технику взлета и приземления на шоссе Ягала-Кяравете. Об этом сообщило командование сил обороны Эстонии. Полеты совершаются в рабочие дни. На время учений шоссе перекрывается для движения. Полковник ВВС США Грегори Экфелд говорит, что импровизированная взлетно-посадочная полоса короче и уже, чем на домашней базе, и это не единственная сложность. Одна из главных опасностей для самолета при нештатной посадке – это повреждение от посторонних предметов. Гравий, например, может пропороть шину шасси или попасть в воздухозаборник двигателя. Но А-10 – прекрасная машина, которой эти опасности почти не страшны. Его двигатели расположены высоко, а шины широкие и толстые, поэтому он отлично приспособлен для посадки на неподготовленную поверхность. По словам посла Соединенных Штатов в Эстонии Джеймса Мелвилла, нынешнее учение – демонстрация оборонного партнерства двух стран. Это очередной пример тесных партнерских отношений США и Эстонии, как союзников по НАТО. Чем больше мы проводим совместных учений, тем прочнее наш союз. Американские штурмовики прибыли в Эстонию в конце июля. Учения продлятся до 8 августа. В начале июля саммит НАТО в Варшаве одобрил план по постоянному размещению в странах Балтии и Польши 4 многонациональных батальонов под предлогом защиты восточного флага Альянса от России. Российская сторона считает, что эти меры дестабилизируют обстановку на Балтике. Дети с Восточной Украины учат литовский язык. Такая программа для школьников из наиболее пострадавших районов Донбасса существует в Литве уже 2 года. Ученики, преимущественно старших классов, отправляются в Вильнюс на весь учебный год. Очередная группа таких школьников только что закончила курс обучения. Домой на Украину их провожал корреспондент «Настоящего времени». Labas rytas, mano vardas Валерия, man 14 metų. Еще 9 месяцев назад Валерия не могла сказать и слова по-литовски, а уже сегодня, пусть и неуверенно и с акцентом, но абсолютно правильно, а главное без подготовки, она желает доброго утра, представляется, говорит, что ей 14 лет, а день рождения 18 ноября. Валерия – одна из 14 участников программы обучения украинских школьников в Литве. Домой хочется, но одновременно грустно. Очень хочу, скучаю. У меня есть друзья, и я за ними очень скучаю. А еще за Литвой буду плакать. Эта программа под патронажем правительства Литвы стартовала сразу после начала конфликта на востоке Украины. В Министерстве иностранных дел Литвы уверяют, школьников будут принимать и дальше. Литва хотела помочь украинским детям из Донецкой и Луганских областей. Эти дети приехали сюда. Кроме того, что обучались в школе, они еще и отдыхали. Ребята в летнем лагере занимались футболом. Одна девочка хотела стать юристом, и у нее была возможность пообщаться с министром юстиции. Мы планируем продолжить проект. Уже обратились в Минобразование, ждем ответа. Сначала было страшно, потому что неизвестность, это испытание все-таки. Но потом, через какой-то месяц, наверное, уже было все как в родном доме. Очень много такого есть, что похожего. Мы узнали историю о том, что князь там ходил к берегам Черного моря. Для нас это было новинкой. И все понравилось, потому что каждое место, где мы были, историческое, для нас было памятным каким-то. Мы всегда сравнивали историю Литвы и историю Украины. Я весь год работала с этими детьми с литовской стороны. Нашей главной задачей было создать такую уютную атмосферу, чтобы они как можно меньше думали о том, что происходит у них дома. Я уехал с Донецка, самого, где родился. В начале лета еще, только слышно было, что опасно немножко. А думались, что на месяц отдохнем, приедем, все будет нормально. Но и уже как 1,5 года я был в Днепропетровске, и
до сих пор идет война, и по этой программе была. Это кто из АТО, ну, с таких мест, и по этой программе я сюда попал. А очень нравится, как-то не очень на душе так, не хочется уезжать, так прощаться совсем. Ну, я вернусь сюда еще. Будет очень приятно снова увидеть те места, где был, ну, вспомнить, как бы с друзьями здесь гулял, с экскурсией. Параллельно с этим из военной зоны и Крыма по другой программе пригласили переехать всех жителей с литовскими корнями. Этим уже воспользовались десятки семей. Денис Тарасенко, «Настоящее время», Литва. В российском Сочи 2 стрелкам железнодорожной охраны буквально чудом удалось спасти из-под колес поезда 3-летнего мальчика. Как рассказали охранники, во время обхода они вышли к этому участку железнодорожного полотна на 2 минуты раньше, чем обычно, и увидели на путях ребенка, на которого из тоннеля двигался локомотив. Вы видите кадры, снятые камерой наружного наблюдения. На них мальчик выходит на пути. Как стало известно позже, он беспрепятственно покинул кемпинг, в котором он отдыхал со своей матерью из-за того, что она была сильно пьяна. Далее вдоль полотна к мальчику бегут 2 охранников с собакой. Навстречу из тоннеля выезжает поезд. Мальчик не убегает, потому что он испуган звуком и светом приближающегося локомотива. Один из охранников падает, но в последний момент поднимается и успевает выдернуть мальчика буквально в метре от поезда. В таджикской столице любители культуризма покидают подвальные качалки в дорогие кроссфит-центры. Очередь из желающих, хотя за занятия им иногда приходится отдавать половину зарплаты. Анушервон Арипов о новых спортивных веяниях в Таджикистане. Раньше я занимался вольной борьбой, тренировался более 6 лет, но только набирал вес. Я весил 132 килограмма. Кахрамон Юнусов за 1,5 года занятий кроссфитом сбросил более 40 килограммов. До этого молодой человек занимался в нескольких спортивных залах, но результатов не было. Кахрамон считает, что большинство тренеров спортклубов случайные люди и не имеют специальной подготовки. Только здесь ему уделяют достаточно времени, умеют замотивировать перед каждым занятием. Да и польза чувствуется. Таких заведений, как у нас, наверное, больше нету, потому что это единственный кроссфит-бокс, который только занимается кроссфитом в Таджикистане. Есть, я слышал, что есть в других местах, но я, честно говоря, знаю только об одном человеке, у которого есть сертификат Level 1. Это базовый уровень. У нас здесь в Kuwait Athletics работают 2 тренера со 2-м уровнем. Спортивные клубы с качественными тренажерами и опытными тренерами в Душанбе появились всего несколько лет назад. До этого большинству жителей столицы приходилось ходить в обычные качалки, нередко оснащенные тренажерами, сделанными вручную. Тренеры в таких заведениях чаще всего к спорту не имеют никакого отношения, и подобные занятия идут только во вред. Теперь у душанбинцев появилась возможность тренироваться по индивидуально разработанной программе. Не менее 3 тренеров одновременно работает, но даже если работает один тренер, он никогда не позволит атлету, у которого неправильная форма, то есть техника выполнения, продолжать выполнять упражнения, каким бы там ни было весом. Потому что безопасность атлетов наш приоритет. Цены в новых залах выше, чем в обычных качалках в 2 раза. Самый дешевый месячный абонемент стоит от $25. Средняя зарплата по столице не превышает $200. При том, что у таджикистанцев традиционно большие семьи и нередко всего один кормилец. Поэтому позволить себе клуб может не каждый. О специальных биодобавках, питании и спортивной форме даже говорить не приходится. Но несмотря на это, ради здоровья и красивого тела жители столицы готовы отдать до половины своего заработка. Новые условия дали новые возможности для атлетов, занимающихся бодибилдингом, кроссфитом и пауэрлифтингом. Таджикские спортсмены за последние несколько лет вышли на международную арену, где уже громко заявили о себе. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.